В Таджикистане теперь предварительно будет уведомлять об отключении электричества. Талибан вновь потребовал Таджикистану и Узбекистану вернуть вертолеты. Ученые Китая и Сингапура выявили новый вид вируса. ЦРУ переориентирует свою деятельность борьбы против терроризма на Китай. Потребители электроэнергии в Таджикистане теперь предварительно будут уведомлены о плановом приостановлении подачи электричества. Об этом сообщает компания «Распределительные электрические сети». В сообщении не уточняется, каким именно способом потребители будут получать оповещение. Практика оповещения есть в столице республики у водоканала. При отключении воды тем или иным микрорайоном города информация заранее появляется на сайтах, страницах, в соцсетях ведомства и столичной мэрии. Периодически душанбинские электросети также сообщали об отключении светов Душанбе на своем сайте, но потом эта практика прекратилась. Каким образом теперь будут получать оповещения потребители, пока непонятно. Отметим, что после сдачи в эксплуатацию новой теплоэлектроцентрали в Душанбе и запуска первых гидроагрегатов Рагунской ГЭС сказала, что понятие «лимит» на электроэнергию остается в прошлом. Однако сельские жители с наступлением осени жалуются на частые и длительные отключения света. В Барке Таджик обычно эти отключения объясняют проведением ремонта профилактических работ на ГЭС, ЛЭП и подстанциях, чтобы зимой не возникали проблемы. Введение каких-либо ограничений в энергохолдинге отрицали, отмечая, что ресурсов достаточно, нужно только привести в полный порядок инфраструктуру. Движение «Талибан», возглавляющее правительство Афганистана, в очередной раз обратилось к Таджикистану и Узбекистану с просьбой вернуть вертолеты, которые были угнаны в августе прошлого года бежавшими из страны военнослужащими афганских ВВС. Об этом сказал представитель Министерства обороны талибов Инаятулла Харазами, слова которого приводит 8 августа телеканал Толо Ньюс. Вертолеты являются собственностью афганского народа. Они должны быть возвращены нынешнему правительству, Министерству обороны, сказал Харазами. Между тем, некоторые афганские аналитики считают, что получить вертолеты будет невозможно до тех пор, пока правительство талибов не будет признано международным сообществом. Что касается вертолетов, которые были угнаны из страны, есть ряд вопросов. Прежде всего, я не уверен, что документация на эти вертолеты имеет отношение к Афганистану. Вторая проблема – это проблема правительства талибов, которая не признана ни одной страной, сказал Фахим Кахдами, бывший дипломат Афганистана в Таджикистане. Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса, способного заражать людей и животных, сообщил китайский информационный портал Пэнпай. Новый вид инфекции назван Ланье. Исследованием занимались сотрудники Института микробной эпидемиологии Люве и Фан Люцин. Они отметили, что недавно обнаруженный вирус Нипах животного происхождения. Его симптомами являются лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия и тошнота. Для лучшего понимания рисков для здоровья людей ведется дальнейшее изучение. Ученые рекомендуют не поднимать панику и проявлять повышенную бдительность. По данным китайских ученых, всего было выявлено 35 инфицированных. По словам специалистов, заболевание коснулось только жителей провинции Шаньдун и Хинань. Центральное разведывательное управление США переориентирует свою деятельность с борьбы против терроризма на Китай. Об этом рассказал замминистра ЦРУ Дэвид Куан на закрытой встрече с руководителями контртеррористического отдела, о которой сообщает Ассоциация пресс. По словам Коэна, США продолжает преследовать террористов, но теперь главный приоритет – постараться лучше понять Пекин и противостоять ему. На эти цели будут направляться все больше денег и других ресурсов ЦРУ, что потребует их сокращения в других областях, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, говорят источники АП. Уточнить цифры невозможно, поскольку бюджет разведки засекречен. В ЦРУ произошел тихий поворот, пишет АП. Сотни сотрудников переводят на должности, связанные с Китаем, в том числе тех, кто ранее работал с террористической угрозой. Внутри агентства многие изучают китайский язык, и ЦРУ старается нанимать больше людей, говорящих по-китайски. США давно обеспокоены растущими политическими и экономическими амбициями Китая. В США заявили, что Пекин пытался влиять на американские выборы, занимался кибершпионажем
и заключил в лагеря миллионы уйгуров из мусульманского меньшинства, проживающих в китайском районе Синьцзянь. Кроме того, в США опасаются, что в ближайшие годы Пекин попытается силой захватить самоуправляемый остров Тайвань, который Китай считает своей территорией.